Аратаурской башни, но самую большую славу принесла ему победа в Ичкеринском лесу. Ичкеринское сражение являлось второй по значимости победой северокавказского имамата и самым сокрушительным поражением Российской империи на Кавказе со времен начала Кавказской войны на тот момент. Самое примечательное там то, что Шуайб одержал эту победу практически в одиночку. Если в других крупных сражениях присутствовали и другие наибы, в том числе и сам Шамиль, то в этом бою рядом с Шуайбом был лишь наиб Ауха Улубей, и даже будучи вместе против огромного войска, которое было выдвинуто против них графом Павлом Граббе, они не смогли собрать и 2000 человек. Все воины имамата в то время были в Гази и Кумухе. Но несмотря на то, что Шуайб уступал и в оснащении, особенно в численности, воинов Шуайба было в 5 раз меньше. Представьте себе, на 5 раз меньше. Он сумел одержать победу, наголову сокрушив царскую армию. В этом сражении проявился большой талант Шуайба, которого впоследствии назвали маршалом лесной войны. Шуайб со всех сторон с флангов и тыла окружал царские войска, потом вклинивался в середину колонны, отсекал авангард от основного отряда, отрезал и окружал арьергард во главе с командирами и методично уничтожал противника. Он искусно соорудил по пути отряда Граббе большое количество лесных завалов, волчьих ям, разместил на деревьях самых метких стрелков. Горские винтовки перезаряжались медленно, поэтому солдаты Граббе, выдержав первый залп, немедленно бросались в штыковую атаку, стремясь достичь очередного завала до того, как горцы успеют перезарядить свои ружья. Однако в данном случае этот прием не приносил успеха, потому что за одним завалом воины Шуайба устроили еще несколько, лежавших один за другим. Поэтому солдаты и офицеры, преодолевшие первый завал, обычно погибали во втором или третьем. Первой мишенью бойцов Шуайба были русские офицеры, которых погибло больше половины. Поэтому, чтобы спастись от меткого огня и острого кинжала чеченцев, офицеры даже начали надевать на себя солдатские шинели. Чем больше продвигались войска Граббе вглубь дремучих лесов, тем ожесточеннее и страшнее становилась для них эта дорога. Старые солдаты, служившие давно на Кавказе, впоследствии назвали этот поход в ичкерийских лесах дорогой в ад. Целые батальоны теряли свои боевые качества. В длинной колонне русских войск начинался беспорядок. Офицеры не знали, где тыл, где авангард. И многие погибали от горских сабель и кинжалов на месте. В течение 4 дней русские войска были в полном окружении и 4 июня возвратились в Гирзель-Аул, потеряв, по официальным данным, которые, как правило, значительно занижались, 2 генералов, 66 офицеров и несколько тысяч солдат, не считая многочисленных раненых, огромный обоз и 2 пушки, доставшиеся горцам. Все перечисленные победы Шуайб Мулла одержал всего лишь за 2 года.